Все-таки какая-то просьба от правительственных структур была к вам помочь с фондом? Вы слишком высокого обо мне мнения, чтобы правительство ко мне обращалось лично. Я простой преподаватель, простой предприниматель. Таких, как я, несколько десятков тысяч, наверное, в одной Казани. Поэтому, с другой стороны, что наша инициатива, похоже, нашла отклик в правительственных органах, это нам приятно, но не было. Теми оценками, которые находятся в открытых данных, да, в прессе, сегодня просматривал то, что видел, требования физических лиц только к Татфонбанку это более 60-70 миллиардов. Это к этой сумме надо еще добавить требования юридических лиц. Это Интехбанк, тоже физические юридические лица. Это ТФБ Финанс, да, то есть я просто боюсь предполагать, но может быть там и 100 миллиардов вполне может набраться. На мой взгляд, если хотя бы 10 миллиардов удастся собрать, это как такой средне-минимальная величина, что не зря старались. Да? В Татфонбанке у меня осталось около 30-35 тысяч, в Интехбанке около 870 тысяч. Вот порядок цифр такой. То есть около 900 тысяч суммарно, плюс-минус. Да, конечно. Юманову Александру я уважаю. Это действительно боец, который с нуля создал структуру, который собрал вокруг себя большое число людей. В определенный момент наши взгляды разошлись. Это бывает такое. Но еще раз говорю, я готов, открыт к диалогу, если есть желание. Сколько средств нужно, по крайней мере, на то, чтобы помочь религиозным организациям? Суммы небольшие, там несколько миллионов, то есть там не грандиозная сумма. По крайней мере, по той информации, которой мы владеем. То есть, может, мы о ком-то не знаем, то есть тоже нельзя исключать. Вы обратились к Татаринформу сами или они вам просто помогают как благотворители? Сейчас как выступаете? Я за пресс-конференцию не плачу, у меня нет таких денег.